Уладзімір – рыбак са стажам. Кажа, захапленне з'явілася яшчэ ў дзяцінстве і з уловам ходзіць ужо шмат гадоў. Ёсць нават свае сакрэты. Свежий воздух, азарт. Ну и когда вот не клюет, то кажется это самое, как-то скучно. А хоть поклевки, даже не будет рыбы, а поклевочки есть, уже процесс, понимаете, уже как-то и настроение поднимается. Надо поймать, первую рыбку отпускать. Поймал и отпустил. Тогда везение будет. Але першае правіла паспяховасці рыбалкі азначае – гэта бяспека. З ім згодны і брашчанін Анатоль. Рыбак пагаджаецца, пазаштатныя сітуацыі бываюць, але ў першую чаргу патрэбна быць пільным. Бывает, что нештатные. Желательно, чтобы не подходить к промоинам близко, потому что это очень опасно, и рыбы не поймаешь, и сам искупаешься. Так званыя бывалыя рыбакі часцей за ўсё рыхтуюцца да выхаду на лёд, правяраюць яго тушыню, бяруць з сабой выратавальныя жылеты. Завяраюць, калі лёд менш за 15 сантиметров, рыбалку адмяняюць. Как маленький лед не выхожу, как побольше, жду, когда уже нормальный будет лед, и тогда выхожу. Пробил, посмотрел, и тогда выходишь, а так зачем рисковать? Але ёсць і тыя, хто правіламі бяспекі грэбуе. Но есть другая категория, которых нету абсолютно ничего. Никаких спасательных средств, ни какой-то пыштни для того, чтобы проверить прочность льда. Они просто идут на свою авось, топнули ногой и пошли по чужим лункам без всяких спасательных средств. То есть категория, которая осознанно подготавливается к рыбалке, а есть простые зеваки, которые на авось идут. І часцей за ўсё такая бестурботнасць можа каштаваць здароўе ці нават жыцця. Асабліва, калі на лёд выходзіць у стане алкагольнага ап'янення. У гэтым годзе ўжо ёсць сумны прыклад. 47-гадовы жыхар Драгічынскага района патануў у меліяратыўным канале. Значны ўплыў на зыход сітуацыі можа аказаць і надвор'е. Рыбак, который вышел, допустим, с утра на лед, он отошел от берега и, возвращаясь назад, он уже попадает в своеобразную ловушку, когда у берега находится уже не кромка льда, а находится просто такой вот из воды состоящий отрезок, который надо преодолеть. И такие случаи бывали, что приходится этих рыбаков доставать вот именно с этого места, да, и их доставлять на берег. Зараз слупок тэрмометра упэўнена рухаецца ўверх, а гэта значыць выходзіць на лёд жыццёва небяспечна. Запрет действует у нас вообще в течение всего зимнего периода. Он распространяется на момент, если толщина льда не достигает 7 сантиметров, то, что мы сейчас уже наблюдаем. Период интенсивного таяния, разрушения льда, и вот теперь. И мы можем сейчас говорить о том, что, конечно, выход на лед сейчас небезопасен. І вось тут ёсць над чым падумаць. Ці каштуе невялічкі ўлоў уласнага жыцця. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».